Это комплексный стратегический документ, определяющий ориентиры развития города Бишкек на 4-летний период, который был утвержден постановлением Бишкекского городского кенеша. Программа содержит 6 основных показателей. Это продуманное развитие территории, удобная логистика и мобильность, благоустройство и комфорт жизни, многообразие городской жизни, экономическая активность города, а также социальная справедливость и возможность. В мэрии города Бишкек ежегодно утверждается план мероприятий по исполнению данной программы, определяющий конкретные действия для достижения запланированных результатов. Так, в 2018 году план содержал 117 мероприятий, из них было исполнено 63 мероприятия, частично исполнено 48 мероприятий, не исполнено 6 мероприятий. Исполнение плана за 12 месяцев 2018 года составило 78,5%. План мероприятий на 2019 год содержит 62 задачи и 98 мероприятий, запланированы бюджетом из различных источников на общую сумму 9 миллиардов 31 миллион 320 тысяч сомов. Из них из местного бюджета 1 миллиард 474 миллиона сомов и 7 миллиардов 556 миллионов сомов из других источников. В целом за 12 месяцев 2019 года из 98 мероприятий плана за 2019 год исполнено 56 мероприятий, частично исполнено 38 мероприятий, не исполнено 4 мероприятия. Профинансировано всего 836,5 миллионов сомов, из них 455 миллионов сомов из средств местного бюджета, из дополнительных источников за счет собственных средств предприятий 381,5 миллионов сомов. Исполнение плана в целом за 12 месяцев 2019 года составляет 78,5%. План разделен на такие направления, как экономика и финансы. Данное направление содержит 3 задачи, 3 мероприятия. Его исполнение составляет 83%. Средства для реализации данных задач и мероприятий не предусматривались. Направление включает в себя такие задачи, как улучшение администрирования налоговых поступлений, увеличение доходной части мэрии города Бишкек. В результате проведенных мероприятий сумма фактических налоговых поступлений по городу Бишкека за 2019 год составила 7 миллиардов 306 миллионов сомов. Выполнение плана составляет 97% по сравнению с 2018 годом, с увеличением на 143,5 миллиона сомов, или темп роста 102%. Сумма неналоговых доходов за 2019 год составляет 949 миллионов 300 тысяч сомов. Выполнение плана равно 93, почти 94%. Следующее направление – это проекты, основаны на принципах государственно-частного партнерства. Данное направление содержит в себе 4 задачи, 4 мероприятия. Его исполнение составляет 77,5%. На выполнение данного направления предусмотрено 5 миллиардов 448 миллионов сомов из других источников. При этом средства на сегодняшний день остаются неосвоенными. В этом направлении заложено 4 проекта ГЧП. Так, по 3 проектам ГЧП за 12 месяцев 2019 года завершены работы по разработке проектов технико-экономических обоснований с подготовкой пакетов тендерной документации. В связи с поправками к закону Кыргызской Республики о государственно-частном партнерстве проекты технико-экономических обоснований и тендерной документации направлены в мэрию города Бишкек для дальнейшего препровождения в профильные структурные подразделения и предприятия. Вместе с тем, по проекту электронное билетирование в общественном транспорте города Бишкек со стороны между мэрией города Бишкек и победителем тендера подписано соглашение на 6 лет. На сегодняшний день партнером ведется работа по реализации проекта. Следующий слайд, пожалуйста. Проекты по организации поддержки общественных и гражданских инициатив местных сообществ, направленных на развитие города Бишкек. Данное направление содержит одну задачу и одно мероприятие, на исполнение которых было выделено 20 миллионов сомов из местного бюджета.
Из них освоено 14 миллионов 200 тысяч сомов, исполнение составляет 100%. Следующий слайд. Водоснабжение, водоотведение. Направление содержит в себе 4 задачи и 6 мероприятий на общую сумму 191 миллионов 200 тысяч сомов из других источников. Его исполнение составляет 100%. При этом следует отметить, что освоено 283 миллиона 600 тысяч сомов. Следующий слайд. Озеленение и благоустройство. Направление содержит в себе 3 задачи и 5 мероприятий на общую сумму 87 миллионов 800 тысяч сомов из средств местного бюджета. Миллионов сомов, исполнение составило 85%. Следующее направление – это санитарная очистка. Данное направление содержит в себе 2 задачи и 4 мероприятия на общую сумму 1 миллиард 238 миллионов сомов, в том числе 22 миллиона 300 тысяч сомов из средств местного бюджета и 1 миллиард 216 миллионов сомов из других источников. Бюджетные средства освоены в полном объеме. Средства в рамках проектов и государственных инвестиций осваиваются в соответствии с графиками освоения. Исполнение составляет 61,5%. Следующее направление – это наружное освещение. Направление содержит в себе 1 задачу и 5 мероприятий на общую сумму 99 миллионов сомов из средств местного бюджета. Из них освоено 43 миллиона 800 тысяч сомов. Исполнение составляет 70%. Следующее направление – это дорожная инфраструктура. В данном направлении содержатся 2 задачи и 4 мероприятия на общую сумму 187 миллионов 800 тысяч сомов из средств местного бюджета. Из них освоено 51 миллион 700 тысяч сомов. При этом исполнение составило 103%. Следует отметить, что в рамках данного направления проведена реконструкция и реабилитация 10 улиц, также проведена работа по пешеходным зонам, благоустройству остановочных комплексов, тротуаров, нанесению дорожных разметок. Следующее направление – это топливно-энергетический комплекс. Данное направление содержит в себе 2 задачи и 7 мероприятий на общую сумму 698 миллионов 190 тысяч сомов. Из них освоено 54 миллиона 630 тысяч сомов из других источников. При этом исполнение составляет 112%. 112,5%. Общественный транспорт. В данном направлении содержится 1 задача и 4 мероприятия на общую сумму 4 миллиона 800 тысяч сомов. Из них 3 миллиона 900 тысяч сомов из средств местного бюджета и 900 тысяч сомов из других источников. При этом освоено 1 миллион 900 тысяч сомов из средств местного бюджета. Исполнение составляет 57,5%. По данному направлению проведена подготовка материалов и расчетов для определения тарифов и тарифной политики на перевозку пассажиров общественным транспортом. В настоящее время повторно тарифы рассматриваются совместно с ассоциациями перевозчиков. Вместе с тем, за 12 месяцев 2019 года реконструировано 25 остановочных комплексов и облагорожено 29 остановочных площадок, а также построено 19 остановок общественного транспорта. Техническое регулирование дорожного движения. Данное направление содержит 1 задачу и 3 мероприятия на общую сумму почти 41 миллиона сомов из средств местного бюджета. Из них освоено 17 миллионов 750 тысяч сомов. Исполнение составило 80%. В рамках данного направления проведена работа по модернизации светофорных объектов в количестве 50 единиц. Согласно титульного списка по строительству и установке светофорных объектов по городу Бишкек построены, помимо этого, изданы 27 светофорных объектов. При этом построено 15 пешеходных светофорных объектов около школ города. Также установлено 1700 штук дорожных знаков. Лифтовое хозяйство. В данном направлении содержится 1 задача и 3 мероприятия на общую сумму 25 миллионов сомов из средств местного бюджета,
которые не были освоены. Вместе с тем исполнение составило 66%. Следует отметить, что по данному направлению со стороны муниципального предприятия Бишкек-Горлиф модернизированы 18 муниципальных лифтов и переданы в общую долевую собственность жителей. По утвержденному титульному списку со стороны управления капитального строительства мэрии города Бишкек проведено 2 тендера, которые были отменены, в связи с чем план 2019 года по капитальному ремонту муниципальных лифтов не выполнен. Направление гражданской защиты. Данное направление содержит в себе одну задачу, 2 мероприятия на общую сумму 1 миллион 900 тысяч сомов из средств местного бюджета. Из них освоено 50 тысяч сомов. Исполнение составляет 85%. По данному направлению подготовка гражданской защиты города Бишкек проводилась в соответствии с планом подготовки, утвержденным мэром города Бишкек. По данному направлению управление Министерства чрезвычайных ситуаций по городу Бишкек проведены профилактические работы по предупреждению пожаров на местах. Проведена 81 лекция с охватом 3871 человек. Проведены инструктажей с охватом 32 274 человека. Также опубликованы материалы в средствах массовой информации. Направление муниципальной собственности. Данное направление содержит одну задачу и одно направление, и одно мероприятие, исполнение которого составило 100%. Средства для реализации данной задачи не предусматривалось. При этом за прошлый год 7 проектов положения, регулирующих процесс предоставления в аренду муниципальных земельных участков города Бишкек в установленном порядке внесены на рассмотрение и утверждение в органы местного самоуправления города Бишкек. Направление градостроительства. В данном направлении содержатся 2 задачи и 2 мероприятия, исполнение которого составило 40%. Данные мероприятия направлены на расширение границ города Бишкек. Средства для реализации данных задач не предусматривались. Жилищное строительство. Данное направление содержит в себе одну задачу, одно мероприятие на общую сумму 8 миллионов 400 тысяч сомов из средств местного бюджета. Средства не освоены, однако исполнение составляет 50%. Направление коммунальное строительство. В данном направлении содержится одна задача, 2 мероприятия, на которые не были предусмотрены средства, исполнение составляет 50%. Направление здравоохранения. В данном направлении содержится одна задача, 3 мероприятия на общую сумму 47 миллионов 700 тысяч сомов из средств местного бюджета. Из них освоено 13 миллионов 580 тысяч сомов. Исполнение при этом составляет порядка 96,5%. Следует отметить, что в рамках исполнения данного направления в целях оказания своевременной медицинской помощи населению на дому по месту проживания управления здравоохранения мэрии города Бишкек в результате проведенного тендера закуплены и поставлены 6 единиц автотранспорта для центра экстренной помощи на сумму 11 миллионов сомов. Можно я прерву вас? Почему из 44 миллионов, если 13 освоено, вы пишете 96%? Эти данные предоставлены структурными подразделениями, то есть мы основываемся на них. Там в каких-то мероприятиях прошла экономия средств. Но при этом мероприятия и задачи выполнены. Вы сюда пишете то, что вам дают, да? Да. Это же обычная статистика. То есть то, что вы говорите, поэтому мы по службам это все слушали. Конкретно по реализации именно плана мероприятий и плана исполнения плана программы «Город благоприятных условий». Конкретно по исполнению? Да. Давайте мы пройдемся по исполнению. У вас сколько еще осталось, чтобы закончить презентацию? Ну, давайте тогда вы закончите, и мы тогда по программе пройдемся.
социальной защиты. Направление содержит в себе 4 задачи, 4 мероприятия. Его исполнение составляет 100%. Предусмотрено 180 миллионов 730 тысяч сомов. Из них освоено 178 миллионов 210 тысяч сомов. В рамках данного направления на территории города Бишкек предоставляется 22 вида адресной социальной помощи. Данная помощь предоставлена охватом 78 тысяч 400 человек. Произведено 368 выездов социальных автомобилей для быстрого реагирования на факты жестокого обращения с детьми и изъятия детей с опасным для их жизни окружения. Направление культуры. Это направление содержит в себе 2 задачи и 11 мероприятий. Его исполнение составляет 100%. Было предусмотрено 27 миллионов 620 тысяч сомов из средств местного бюджета. Из них освоено 22 миллиона 800 тысяч сомов. Физическая культура и спорт. Данное направление содержит в себе 5 задач, 5 мероприятий. Его исполнение составляет 100%. Было предусмотрено 6 миллионов сомов из средств местного бюджета. Освоено 3 миллиона 830 тысяч сомов. Следует отметить, что в рамках данного направления в целях массового привлечения населения занятием физической культуры и спорта установлено 22 комплекта уличных тренажеров и стрит-воркаута в парковых зонах города Бишкек в рамках программы «Бесплатный фитнес». Открытые отделения по велоспорту, хоккею, тэквондо, гандбол, биатлон, триатлон и иные виды спорта. Проводится работа по расширению отделений в юношеских школах Олимпийского резерва по видам салбурун, скалолазания, альпинизм. Открытое отделение по пятиборью на базе школы «Дельфин». По направлению международной связи. Направление содержит в себе 4 задачи, 4 мероприятия. Его исполнение составляет 100%. В местном бюджете предусмотрено 5 миллионов 800 тысяч сомов на реализацию заложенных задач. Из них освоено 900 тысяч сомов. И направление информационных технологий управления городом Бишкек. Это направление содержит в себе 10 задач, 11 мероприятий. Его исполнение составляет 38%. В местном бюджете предусмотрено 17 миллионов сомов на реализацию заложенных задач и мероприятий. Из них освоено почти 16 миллионов сомов. Так, за 2019 год неисполненными остаются такие мероприятия, как замена приборов учета на автоматизированную систему контроля учета электроэнергии. Второе. Пересмотр системы начисления заработной платы водителей муниципального транспорта. Третье. Внесение проекта постановления правительства Крымской Республики об утверждении административных границ города Бишкек. Четвертое. Обеспечение ежегодного капитального ремонта муниципальных лифтов. По различным эти мероприятия не были проведены. При этом они предварительно заложены на план исполнения мероприятий на текущий год. То есть все мероприятия, которые не исполнены, либо не исполнены частично, они идут переходом на текущий год и предварительно закладываются в план мероприятий. Следует отметить, что настоящий план мероприятий на текущий год проходит процедуру согласования с отделами Центрального аппарата мэрии города Бишкек. План мероприятий на 2020 год предварительно содержит 59 задач, 85 мероприятий на общую сумму 1 миллиард 382 миллиона сомов. Учитывая завершение в текущем году программы социально-экономического развития города благоприятных условий, отмечаем о необходимости приоритизации по выполнению всех отраженных в ней задач и мероприятий. Спасибо за внимание. Если есть вопросы. Спасибо. Пожалуйста, вопросы есть? У кого есть вопросы? Если
если нет, вот вы можете сказать, департамент экономики, какие проекты вы привлекли в город Бишкек вот за последний год-полтора? За прошлый год была проведена работа по завершению проектов технико-экономических обоснований по 3 проектам государственного частного партнерства. И Это какие? это строительство дошкольных образовательных организаций, организация муниципальных парковок, а также проект по улучшению городского транспорта. Все данные проекты ГЧП переданы в соответствии с протокольным поручением первого вице-мэра города Бишкек профильным структурным подразделениям и муниципальному предприятию. По строительству дошкольных учреждений это что за работа была сделана? В рамках данного проекта предусматривается строительство 10 дошкольных образовательных организаций, детских садов на территории жилмассивов. Совместно с общественным государственным управлением капитального строительства в этом направлении проводилась работа по уточнению земельных участков. В данный момент мы передали полный пакет тендерной и документации и технико-экономического обоснования. В дальнейшем, через проведение консультации с Центром ГЧП и Министерством экономики, будем в этом году уже реализовывать этот проект. Вы не из бюджета, вы сами, да, привлекли? 10 детских садов будут построены за счет средств частного партнера. Совершенно. Какие привлекли вы? То есть есть какие-то компании, которые будут строить? для того, чтобы привлечь средства частных компаний, частного партнера, нужно провести объявление тендера. То есть за счет объявления проведения тендера. В общем, у вас это все так пока в планах, да? В планах, но да. До сегодняшнего дня вы ни одного инвестора не привлекли. По муниципальным парковкам, у нас работает управление парковками, они сейчас сами занимаются этим вопросом. Я думаю, что здесь есть управление парковками, да? Вы сами, да, носили Министерство экономики, или это через управление экономики вы? В 2019 году мы направили Министерство экономики именно подготовлено ТЭО Минэкономики, получили отрицательное заключение с многими замечаниями. И Это АРВ было или это было что? Это ТЭО было, ТЭО и с с отрицательным заключением. Получается, вы да, через департамент экономики выносили? Значит, вы этот вопрос не решили. В соответствии с поправками, которые вступили в прошлом году в закон о государственном частном партнерстве, утверждение технико-экономического обоснования это возлагается на государственного партнера, то есть на мэрию города Бишкек. Мэрия под свою ответственность решает вопрос утверждения данного документа и его дальнейшего препровождения для частного партнера. Раньше это пакет документов утверждался Министерством экономики. Сейчас в соответствии с вступившими поправками в закон данная прерогатива относится к государственному партнеру, то есть мэрии. Но следует отметить, там с замечаниями Министерства экономики были, то есть в каком плане там нужно уточнить количество этих мест для парковки транспорта. По предварительным данным там это количество отражено, но Министерство экономики предлагало провести уточнение в установленном порядке через муниципальное предприятие Бишкек главы архитектуры. У нас управление парковками уже в течение года не могут сделать документы, положения, чтобы реализовать эту программу. Правильно? Все время какие-то есть вопросы по линии нормативных документов. Вот департамент экономики на то и призван, чтобы подготовить все документы и, соответственно, внести или в городской кинеш, или в Министерство экономики. Но в этом направлении получается, что у нас везде идут отрицательные заключения. От вас помощи никакой. Вы, как департамент экономики и инвестиций, вы должны были этим вопросом заниматься и помогать нашим службам. У вас есть эксперты, которые должны заниматься в этом направлении. Есть юристы, есть
финансисты, но есть департамент экономики. Если бы вот развивалась эта отрасль муниципальной парковки, то я думаю, что значительную часть бюджета мы бы покрывали за счет реализации вот этих муниципальных парковок. Я вам говорил, что в Москве, вот мы с вами вместе, да, ездили, там какая сумма поступает от парковок в Москве? С 2013 года 26 миллиардов за вот этот период. Ежегодно. За период. 26 миллиардов, да? Поступило. Видите, это огромная сумма. Это огромная сумма. Это получается, грубо, в 15 раз меньше, да? Мы могли тоже 2-3 миллиарда получить уже. И по транспорту, и по муниципальным парковкам на сегодняшний день мы не увидели от вас помощи. Департамент работает просто в холостую. По программе. Вот, программа существует с 2017 года. Есть факторы, влияющие на развитие экономики. Географический фактор. Здесь нужно вот все наши территории ввести это в территорию административных границ города Бишкек. В этом направлении какая работа ведется? Параграф 1. Географический фактор. Вы, наверное, не в курсе, да? Нет, на сегодняшний день мы знаем, что сейчас идет работа по расширению границ города Бишкек. И данный вопрос согласовывается с прилегающими районами Чуйской области. Но так как вопрос как бы не идет Параграф номер 1. Сверхконцентрация населения. При этом ожидается, что население будет постоянно расти. И здесь идет, чтобы все вот эти территории, которые, соответственно, генеральным планом утверждены, они должны входить в территорию города Бишкек. Мы видели новый план, там на порядок, на 8 тысяч гектаров увеличится территория города. И мы здесь говорили, давайте мы в этом направлении, именно департамент экономики, архитектуры и соответствующие службы, мы должны вот эти все территории городские присоединять к городу. Если сегодня 17 тысяч квадратных метров, то будет 20-25 тысяч. Но там, где мы сейчас хотим присоединить к городу, да, там будут поля. На сегодняшний день там все застраивается. И в этом направлении мы тоже должны были работать, чтобы они не застраивались, а передавались городу в чистом виде. Для этого есть департамент экономики, для этого есть соответствующие службы, которые должны этим заниматься. Второй параграф. Урбанистический фактор. По реализации ПДП. По схеме развития инженерных сетей. По урбанистическому фактору какая работа ведется? Дело в том, что план мероприятий, он по структуре, он не идет в соответствии с самой программой. Ну, смотрите, вот программа, да? Программа социально-экономического развития города Бишкек на 2017-2020 год. Город благоприятных условий. Он утвержден городским кенешем. Я вот считаю то, что утверждено. Или нам не надо его исполнять? У вас есть какой-то другой, да, план? Мы исполняем его в соответствии с утвержденным планом мэрии города Бишкек. Смотрите, вы являетесь по постановлению распоряжения мэрии, вы являетесь основным органом, который должна заниматься вот реализацией вот этого документа. Экономического документа. Это экономическая программа. А вы департамент экономики. От вашей работы будет зависеть, будет развиваться экономика в городе Бишкек или не будет развиваться. Я вот вам читаю некоторые параграфы, здесь очень понятные, правильные вещи. Его, видимо, разрабатывали соответствующие службы в свое время, делали анализ. Здесь есть, что нужно развивать. Инфраструктура, 3-й параграф. В этом направлении какая работа идет? Система канализации, теплоснабжения, уличное освещение, сортировка бытового мусора, транспортная политика. В этом направлении какая есть? Концепция должна быть. В каждом направлении должна быть отдельная концепция. Вы с соответствующими структурами, департамент транспорта, департамент управления муниципальными парковками,
департамент управления парками и так далее. Вы должны по каждому органу нам дать документ, который будет развивать эти органы. И потом идти или в правительство, или в Минэкономики, или в городской Кенеш. Вот на сегодняшний день в городской Кенеш вы сколько документов внесли? Вы ни одного документа не внесли. В наше время мы ежемесячно 2-3 документа вносили. И потом развивали. Или парки, или стоянки, или транспорт, или архитектуру, или ПДП, или так далее. Вы нас, вот они же сидят, не знают, что делать. В каждом направлении есть свои специалисты. Вот он, например, специалист, юрист. Он не знает, как развивать эту экономику. И вы должны каждую службу направлять. Мы идем в правительство, мы идем в Оргкенеш или мы идем в Министерство экономики. Параграф номер 5. Экологический фактор. Дело в том, что мы идем по плану. То есть план мероприятий по реализации данной программы, он по структуре он немного другой. То, что я сейчас зачитал, он содержит в себе 24 направления, которые, соответственно, пересекаются с вот этими главами, которые отражены в программе социально-экономического развития города. Ну, если вы владеете теми 24 программами, значит, я вам просто задаю, да, здесь, видимо, расширенно все это сделано, укрупненно. Вот я говорю, экологический фактор, социальный фактор, экономический фактор. Ну, по каждому фактору нужно будет нам отработать, и по каждому направлению нам нужно будет думать, как мы будем развиваться. Согласен. По экологическому фактору, вот там, например, я зачитал вопросы по касательно озеленения и благоустройства. Тоже есть соприкосновение. То есть там проведена работа по обустройству 6 скверов. Проведена работа по Хорошо, эту работу мы здесь проводим. Мы ее, даже вот то, что вы говорите, по паркам, да, мы их строим. Но в этом вы участие не принимали, правильно? Вы в этом не принимали участие. Здесь вот архитекторы, коммунальные службы, вот вице-мэр, вот Халичак, Усеин. Здесь люди собирались и говорили, надо строить парки. Вот. Мы начали строить парки, сделали проект, сделали документ, начали строить парки. Но ваша задача, как мы теперь оттуда будем извлекать эту прибыль, да? Как мы будем дальше осуществлять менеджмент парков? Или мы опять их забросим, и они вот через 20-30 лет станут как парк дружбы, как вот дубовый парк, все это зарастет там и в заброшенном состоянии будет. Их же надо дальше развивать, и должна работать экономика. Вот в этом направлении вы дальше сделайте нам второй шаг, когда мы построим. Что вы нам предлагаете? Вы должны написать положение о развитии парковых зон. Как это будет развиваться? Первое, управление, менеджмент, финансирование, хозрасчет и так далее. И все это надо передать вместе с вместе с управлением парками в городской Кенеш. Или, если это на моем уровне решается, давайте тогда я сам подпишу. Но у вас нет документа. Я до сих пор не вижу документа, который будет развивать эту отрасль. По транспорту, по другим всем службам, и даже вот образование, образование, мы говорим, да, тоже, вот эти фонды надо будет перевести, сделать их прозрачными. Это тоже экономика. Если мы говорим, если Москва, особенно вот Великобритания, США, да, образование дает огромные деньги в бюджет. У нас вот вузы, которые работают, они имеют огромные доходы. Потому что там, вы знаете, что контракт дорогой. И сегодня вузы сами себя обеспечивают, они не просят деньги из бюджета. Мы также должны сделать теперь с нашими школами. Как это сделать? Люди же все равно платят. Платят. Но куда платят, мы не знаем. Директор сидит там и цепляется за это место, он не уйдет никуда. Значит, там есть какие-то лазейки. По школам на сегодняшний день, это для справки, со стороны Министерства образования прорабатывается вопрос по строительству 20 школ на территории города Бишкек и Чуйской области. Ну, строительство это, сейчас, строительство это хорошо. По линии государства это же все-таки не ваша функция строительства. И по линии государственно-частного партнерства. То есть там, где возможно, что будет... то, что будут делать частники, они покупают там где-то участки, будут строить школы, потом они с этой школы что хотят, то и делают. Они обучают, и у нас есть много частных школ.
именно развитие экономики в части наших муниципальных школ? Вы отдельно несите? Как мы будем развивать наши муниципальные школы? Ну, тогда нам нужно будет со всеми структурными подразделениями проработать этот вопрос более детально. Да, и там уже не просто письменно, а через проведение совещаний, протокольных поручений будем более подробно решать эти вопросы. Сейчас, вернее, план мероприятий по исполнению на текущий год, сейчас проходит процедура согласования с отделом. Возможно, мы туда внесем соответствующие корректировки. Вы сегодня показали нам просто статистику. Вы из каждой службы собрали там бюджет, сколько там исполнено, плюс вы вот эти все пункты сказали, да, перечислили, но на сегодняшний день от вас практически никакой пользы нет городу. Никакой. Вы не привлекли инвестиции, вы на сегодняшний день не работаете с нашими службами, вы просто не даете нам предложение развивать экономику. Давайте мы на этом остановимся. Вы теперь плотно начинаете заниматься с нашими службами, как развивать нам каждую структуру. Экономика. Экономика должна быть экономной, экономика должна давать прибыль, экономика должна использоваться эффективно, и по всем вашим экономическим терминам, по всем вашим экономическим понятиям вы должны экономику поднять. От вашей работы будет зависеть, вырастет наш бюджет или не вырастет. Или мы будем вот так все время в районе 8, 9, 10 миллиардов жить. Когда бюджет Алматы 2 миллиарда долларов, а бюджет Москвы 50 миллиардов долларов. У нас с вами 120 миллионов долларов. Мы почему отстаем? Потому что у нас вот просто мы в плане развития экономики, в плане вот таких департаментов, служб, мы просто не знаем, куда идти. А вы нам должны показать дорогу, куда нам надо идти. Именно в целях развития экономики, увеличения бюджета. Когда по первой части мы завершаем, я прошу всем службам совместно с департаментом поработать в части привлечения инвестиций, в части разработки каких-то нормативов, положений и так далее. В каждой службе. Перейдем ко второму пункту. И на сегодняшний день вы, как департамент экономики, видите, что на сегодняшний день предкризисная ситуация возникает, да, в экономике. В России сегодня утром обвалился рубль. Рубль стал 75 рублей. Идет такой резкий обвал рубля получился. Тенге 400 стал. И нефть упала до 22 долларов за баррель. И получается, что какой-то идет небольшой кризис. И это, может быть, и нас коснется. Плюс ситуация с коронавирусом, да? Движение людей, транспорта, коммуникаций, товаров, услуг, она начала падать. И намечается какое-то небольшое, наверное, падение будет. Как это все повернется, я не знаю, но вы какие меры, какие предложения у вас есть, чтобы вот именно вот эту ситуацию удержать? На сегодняшний По СОМу есть какие-то прогнозы? Потому что я смотрю сейчас вокруг, в Казахстане, в России падает. Доллар растет, ихние такой, кризисную ситуацию пройти или быть готовыми к кризису. Ну, касательно курса СОМа, это прежде всего компетенция Национального банка. Если учесть, что до этого были кризисные ситуации в различных годах, Национальный банк успешно удерживал курс национальной валюты за счет скупки валютных средств. Таким образом, по нашим прогнозам, возможен незначительный скачок, который отразится на курсе СОМа. При этом наблюдается переориентация частного сектора на рынки Турции и рынки стран Евразийского экономического союза.
в Бишкеке нам что делать? Бишкек, так как является основным экономическим двигателем республики, естественно, мы больше даем ориентир на взаимодействие со странами и участниками Евразийского экономического союза. Татьяна Анатольевна, вы были, да, на координационном совещании по товарам народного потребления, по рынкам, по магазинам, по супермаркетам. Есть какие-то опасения, что вот у нас есть запасы товаров, продовольствия и так далее? На штабе по экономическому блоку я, к сожалению, не присутствовала, только на штабе, где рассматривались вопросы здравоохранения и проработки именно в информационной части. На сегодняшний момент по штабу, который состоялся в 10 часов республиканскому, было поручение правительства о том, чтобы отменить все культурно-массовые мероприятия, проработать с хоссубъектами по поводу именно нормах, чтобы все хоссубъекты работали, проработать с развлекательными центрами о том, чтобы ограничить проведение различного характера мероприятий. Вот в таком плане на том штабе, в котором я участвовала, вот эти вопросы поднимались. На штабе по экономическим вопросам присутствовал Алмаз Кушбекович. Алмаз Кушбекович сейчас присутствует, да. В 5 часов идет заседание правительства именно по экономической ситуации. По экономической ситуации, наверное, Алмаз Кушбекович завтра спустит какие-то мероприятия, и мы сделаем сами городские мероприятия. Поэтому я думаю, что в каждой по своему направлению необходимо все-таки уже затянуть пояса, и все расходы, доходы, все надо будет оптимизировать. Горфинаправление я просил по маскам. Какая работа проводится? Для сотрудников мэрии. Toplum çıktı. Şu toplum negizinde распоряжениелерді алып жақында. Қазір ko'zrafning joyi o'sha стоимостini aniqlasam. Акимиаты, госслужбы, те, кто работает особенно с людьми, мы сейчас направлением изучаем вопрос по приобретению 10 тысяч масок. Они должны быть многоразовые, да, с фильтром. Вот. Поэтому такие маски надо будет поискать нам. Мы сейчас занимаемся, вот, такие профессиональные маски. И в случае, если возникновение, мы не должны искать. Потому что во всем мире появляются там, по 5, по 6, по 10. А вчера в Италии умерло 136, да, человек? 33? 135. Поэтому ситуация каждым днем обостряется, поэтому мэрия города должна быть готова. Учителя, сотрудники, которые принимают людей, акимиаты, мы должны сразу обеспечить людей масками. Поэтому направление, не дай бог, конечно, но если вдруг что-то будет проявляться, то мы должны людям раздать. И мы не должны искать там тендеры проводить и так далее. У вас должно быть на складе готовые стоять. В целом, по проектам, по инвестпроектам, по всем службам. Вот департамент экономики, работы у них, видите, практически нету. Вот. Статистикой они параллельно будут заниматься, но я прошу, чтобы в 2020 году у вас были новые проекты, у вас были предложения именно по развитию наших структурных подразделений и какие будут новшества, какие будут новые положения и увеличивать доходность, уменьшать расходность и так далее. Все вот эти предложения именно по вашему департаменту я жду. Принято. При этом разрешите обратиться в пользу случаем структурным подразделениям. То есть если есть проекты, которые требуют грантовых средств, либо инвестиционных средств, мы просим, чтобы вы направляли нам департамент экономики и инвестиций для дальнейшей реализации, для дальнейших предложений, для
обоснование. Вот, например, я хочу сейчас ГЧП сделать. Это, в принципе, для государственных и муниципальных органов привлекательный метод. Потому что после получения своей прибыли и своих денег вложенных, они нам передают это имущество в собственность нам. У меня вопрос. У меня нет экономистов, которые могли бы вот это экономическое обоснование сделать, технико-экономическое, и определить, через какое время наступит возврат этих денежных средств, когда мы получим свою прибыль. И вопрос, чтобы сделать такие проекты, нужен очень сильный и хороший экономический потенциал. А там есть такие, которые могут нам, например, по парковкам, мне определить это все и сделать хороший проект, чтобы мы сами найдем партнеров, но нам нужно, чтобы было хорошее экономическое обоснование вот этих партнерских проектов. Поэтому мы обратимся, а потенциал есть или нет? Я думаю, что у них желание есть, должно быть. Вот есть или нет, я не знаю. Но если нет, то я думаю, что они привлекут таких экспертов, и они сделают документ, который нужен. Совершенно верно. В технико-экономических обоснованиях указаны все аспекты по расходам и доходам данного проекта. Средний период окупаемости по проекту ГЧП составляет около 5 лет. Остальной период, предположительно от 7 до 10 лет, он направлен на извлечение доходов для частного партнера. По завершении данного срока вся инфраструктура по проекту передается государственному партнеру, то есть мэрии города Бишкек. Ну, они говорят об экономическом, о доходности, да? У вас может быть и через 3 года, да, надо развивается, да? Даже через 2 года, может быть, Да, окупаемость. потому что тот проект, который Алича Пусеевна сейчас ведет, там возможность отбивания 2 года может составить, если это будет хорошее оборудование и хорошее аттракционы, да? Поэтому надо будет просчитать, но в то же время должен быть интерес у бизнесмена. Он должен вложить деньги, плюс отбить кредит, плюс получить какой-то заработок. Поэтому таких точных, наверное, расчетов нету, но рыночные какие-то расчеты должны быть. Вот. И по срокам, и по возвратности, и по срокам реализации, я думаю, что вы лучше понимаете. И поэтому надо вам вместе это все работать. Но основное департамент экономики, я думаю, что долго подготовит. Еще есть вопросы? Если нет, то спасибо. Спасибо.